أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, здравствуйте также, дорогие зрители из среды мусульман, если кто-то смотрит это видео. В интернете широко с резонансом разошлось вот это видео генерала Абдиалаудинова. Вот я хотел бы его прокомментировать. И только Иисус может победить антихриста Даджаля, только Он, потому что Ему это дал Бог. Мы когда говорим о многих вещах, мы должны понимать, что. Вот, даже вот эти батюшки пришли, один вопрос просто скажу. Мы сидим, и один из них говорит, ну между нами, мусульманами и христианами, между нами же есть типа камень преткновения. Я говорю, какое интересно? Он говорит, но вы говорите, что Иисус это пророк, а мы говорим, что Иисус это Бог. Я говорю, ну вопрос, если вы говорите, что это камень преткновения, давайте мы с вами вернемся к священным писаниям именно христиан, я говорю. Скажите-ка мне, пожалуйста, как молился Иисус? У вас как написано в Писаниях? И становился он на колени, и преподал он лбом своим к земле, и подымался он, и воздавал он руки к небесам, и просил он Господа своего о том, чтобы он смилостивился над народом его. Мы, мусульмане, продолжаем делать то же самое. Придет этот Иисус к нам, когда мы будем все в его войске. Я задаю вопрос. Почему между нами не будет делений? Ответ. Иисус, когда придет, я спрашиваю, куда он пойдет молиться? В церковь или в мечеть? Ну, конечно, все говорят. В церковь, конечно. Я говорю, хорошо. И он придет и встанет, и будет он креститься на подобие свое. Что такое крест? Это подобие распятого Иисуса, правильно? То есть крест в христианство пришел только после того, как Иисус вознесен на небеса. Только после этого. То есть, получается, мы все будем за Ним стоять на коленях, и все мы будем припадать своими лбами к земле, и все мы будем воздавать руки к небесам и просить нашего Господа общего о том, чтобы Он над нами смилостивился. Я ему это объяснил, он говорит, подожди, действительно, говорит, ничего не скажешь. Иисус же не может прийти и встать, креститься на свое подобие. Значит, у нас с вами будет одна общая молитва. И значит, мы с вами будем одинаково молиться. Все, вот это все. Мы должны это понять, поставить все точки над «и», расставить все акценты, и тогда мы некоторые вещи сами перестанем между собой забивать клинья и говорить, что вот это так, вот это не так. Я опять говорю, как человек, который может от начала до конца цитировать, как говорится, и Ветхий Завет, и Новый Завет, и все писания, которые мы с вами сейчас могли бы обсуждать, я опять же говорю, я истинно верующий человек, который ждет пришествия Иисуса и мечтающий о том, чтобы я оказался в его войске, потому что это верная дорога в рай. Потому что, будучи в его войске, если мы сразимся с войском Даджаля, и ты погибнешь на этом пути, ты шахид. Для меня, как для мусульманина, нет ничего ценнее этого. Все. То есть, встает вопрос, надо ли нам в этом случае друг с другом там о каких-то там нюансах разговаривать? Вообще не надо. Потому что мы ждем одного Мессию, потому что мы хотим идти за этим одним Мессией. И другой вопрос, кто может его послать? Называйте его Отец, называйте его Бог по-русски, по-чеченски называйте его Дель, по-английски называйте его Гад, называйте его на арабском Аллах. Это наш общий Бог, Создатель, который создал и небеса, и землю, и человечество, все, исходя из Писаний, и христиан, и мусульман, и иудеев. Сколько дней Бог создавал небеса и землю? 7 дней. 6 дней. 6 дней. 6 дней он Вначале создавал. Вот я скажу. 3 плюс 3. 3 отдохнул, потом... Ну, 6 дней он создавал небеса и землю. Вот вопрос. Религия христиан с чего начиналась? И было слово. Правильно? Вначале было слово. Да, И слово да, было. да. Слово И было было Бога, слово. и Вначале слово было слово. Теперь задается вопрос. Иисус пришел, ему не спосылает Писание кто? Как мы говорим Аллах, вы говорите Отец. Так, а какая разница? Называйте его как хотите. Но он, Люди-то одни. он есть Бог, который может на землю. Без всякой иронии,
вполне искренне хочу сказать, что я глубоко с уважением отношусь к Аптиароновичу. Смотрел его видео не раз. Особенно приятно было видеть его призыв к русским людям как можно больше рожать. Ну и так в целом человек достойный, защищающий нашу Родину на фронте, который по-настоящему делает все для того, чтобы наше государство было крепким, единым, для того, чтобы христиане и мусульмане между собой не воевали. Тем не менее, вот это видео мне показалось немного неоднозначным. Я не хочу устраивать какую-то дискуссию между христианами и мусульманами о том, чья вера более правильная. Все-таки уже тысячи лет христиане и мусульмане по этому поводу спорили. Ничего принципиально нового я тут, наверное, не скажу. Уже написано много книг о христианстве для мусульман, об исламе для христиан. И мы уже, в общем-то, можем легко познакомиться с вероучением друг друга. Тем не менее, что здесь говорится в этом видео? Здесь говорится о втором пришествии Иисуса Христа, или как его именуют в исламе, пророка по имени Иса, сына Мариам или Марии. Да, действительно, и в христианстве, и в исламе ожидают второе пришествие Иисуса Христа, но представляется это по-разному. Вот Аптиаронович говорит, что некоторые, значит, батюшки ему сказали, что у нас есть очень важный камень преткновения. Это то, что мусульмане почитают Иисуса пророком, а христиане почитают его Богом. Да, действительно, это есть главный камень преткновения. И потом Аптиаронович предсказывает мусульманскую версию того, как будет проходить второе пришествие Иисуса Христа, что он зайдет в мечеть с белыми минаретами, что у него будут влажные волосы и так далее. Какие-то детали, которые свойственны исламскому видению того, как будет происходить второе пришествие. Тут нужно пояснить. Дело в том, что мы с уважением относимся к Корану, как к священной книге для мусульман. И я считаю, что, например, было мерзко, просто омерзительно, когда шведы публично сжигали Коран, потому что это задевает чувства многих верующих мусульман. Из-за того, что мы с уважением относимся к своим собратьям, к людям, мусульманам, мы не допускаем такого отношения к книге, которую они считают священной. Тем не менее, с точки зрения православной догматики, вероучения христианского, не только православного, но и вообще христианского, Коран для нас не является именно в религиозном смысле, в богословском смысле авторитетом. Это авторитет именно для мусульман, но не для христиан. И поэтому те события о пришествии Иисуса Христа, которые описываются в Коране, христианами могут видеться совершенно иначе. Для нас главный источник – это все-таки Библия. И там пришествие Иисуса Христа описывается совершенно иначе. Там описывается, что когда Христос придет, Иисус придет, это будет видно одновременно и на востоке, и на западе. Это будет как гром, как глаз трубы, то есть это невозможно будет не заметить. И с этого времени начнется новая эпоха. То есть когда придет Христос, Иисус, изменится все вокруг. Да, мертвые воскреснут сразу же. Тела тех людей, которые остались живые, тоже преобразятся. Изменится принципиально человеческое естество. То есть вот люди умерли, которые попали в рай, например, попадут в рай окончательно. И те, которые были живые, тоже перейдут в вечность. Вот их тела приобретут одинаковые свойства. То есть это уже непривычное нашему представлению тело с пломбами в зубах и так далее, а совершенно нечто иное. И вопрос о том, куда пойдет Иисус Христос, в мечеть или в храм, для христиан не стоит. Дело в том, что мы не думаем, что Он придет в мечеть или даже в храм, в церковь. Вот он говорит, мне говорит, некоторые в церковь, конечно, пойдут. Я не знаю, кто вам сказал, что с точки зрения христианства Иисус пойдет в церковь. Он сразу, как царь, воссядет на престоле и будет судить живых и мертвых. То есть он будет определять, кому идти в рай, кому идти в ад. В это время вся вселенная изменится. Земля в нынешнем виде прекратится. Небо в нынешнем виде прекратится. То есть это будет уже нечто совершенно эсхатологическое, апокалиптическое. Вот, в общем-то, и с нашей точки зрения ему уже не надо ходить там куда-то. Конечно, креститься ему тоже необходимости нет. Но для нас Иисус Христос – это именно Бог.
Вот потом Аптей Аронович размышляет о том, как, значит, сотворялось небо и земля. Тут у нас тоже с мусульманами очень разные представления. С точки зрения ислама Бог не троичен, а с точки зрения христианства Бог является троицей. То есть, когда творился мир, в его сотворении принимал участие и Иисус Христос. Да, он еще не был рожден от Марии по плоти, но он тот же самый Бог, который привечно существовал. Он не другая сущность, отдельная от Бога, он тот же самый Бог, который творил землю. То есть можно сказать, что Иисус Христос тоже творил землю. И с воплощением от Девы Марии не появилась новой личности, не появилась новая ипостась. То есть тот же самый Иисус, Сын Бога, который существовал вечно, он просто принял на себя человеческую природу, стал тварным, телесным. И это еще одно принципиальное различие между нами и мусульманами. Я сейчас не буду доказывать, почему я считаю, что именно христианская версия более правильная, а не мусульманская, потому что задача данного видео не вступить в очередную полемику между христианами и мусульманами, которая уже тысячи лет, а просто пояснить, как видятся слова Аптея Ароновича с точки зрения православного священника. И когда он говорит, что вот он, значит, сказал какому-то священнику, что представь, неужели Иисус Христос будет креститься на свое же изображение креста и так далее. И священник ему сказал, да, конечно, не будет креститься, и как бы это вообще шах и мат, значит, батюшку убедили в том, что Иисус будет совершать намаз в мечети, но это, конечно, очень наивно. Если бы все так просто разрушалось, не существовало бы так долго межрелигиозного диалога, которому тысячи лет. Вообще обрядовые вещи в христианстве, они второстепенные. Как кланяться, как креститься. Христос говорит, что главное, чтобы мы дали ему свое сердце. А внешние атрибуты проявления религии, конечно, важны, но не первостепенны. Желаю мира для всех нас, мира для России, мира для мусульман и христиан, взаимного уважения и взаимопонимания.